В прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. На улице теплеет, сосульки падают. Они должны все это убирать, а они не убирают. Это что такое за безобразие? Как борется со снежной лавиной в городе Анна Городнова. Весенние изменения. Можно к вам? Бахилы коммунальщиков, лицензия на перевозку. Что еще ждет татарстанцев с 1 марта? Об этом Рамиль Шайдуллин. Десятки видов изъятого оружия, баллистические экспертизы и современные лаборатории. Как раскрывают преступления в экспертно-криминалистическом центре, увидел Рамиль Галиуллин. Институт исследований Центральной Азии. Если наблюдают эти группы боевиков международных террористических групп на несколько километров. Для чего он создан и чем здесь будут заниматься, расскажет Салават Мухаммадулян. Перепады температур, мокрый снег и нависшая угроза. Коммунальщики и спасатели призывают в эти дни осторожнее передвигаться по городским улицам. Падают сосульки, сходят лавины с крыш. В травмпунктах ожидают наплыва пострадавших. Несвоевременная чистка кровель – самое частое нарушение, которое фиксируют сегодня инспекторы. Подключиться просят и жильцов. За что они отвечают? Репортаж Анны Городновой. Опасно, конечно. Вы что, дорогая? Тут вообще страшно ходить. Под ногами каша и гололед, над головой огромные сосульки. Оттепель встречает нависшей угрозой. На углу прошла, не посмотрела, по мне пух. Скорую вызвали люди, я в обморок упала. Безобразно у нас. С крыши сбрасывают, и сугробы вот такие, по ним ползаем. Стараемся по краешку идти, подальше от крыши. Кидать можно. Все, начинаем работать. Альпинисты работают практически круглосуточно. Одна бригада успевает очистить пару домов в день. Провожать зиму они еще не собираются. Снега хватает в этом году, особенно же погода сейчас меняется. То плюс, то минус. Наледи очень много и снега. Стой, не кидаем. Жильцы не без помощи пробиваются сквозь сугробы, а этого мужчину едва не накрыло лавиной. Видео из Зеленодольска. Он успел спрятаться под козырек. Последствия от ушибов могут быть серьезными, говорят врачи. В травмпункте 7-й Казанской поликлиники с начала зимы полсотни случаев переломов, ушибов и растяжений. Если сосулька даже не очень большая падает с большой высоты, по закону физики, конечно, она наносит очень большую травму. Это перелом свода черепа, может быть, перелом ключицы, сотрясение мозга, ушиб головного мозга. Осмотрительнее медики призывают ходить под карнизами. Даже если коммунальщики тщательно почистили крышу, сосульки с балконов они не сбивают. Если ваш балкон выходит на пешеходную зону, как, например, вот здесь, на улице Восстания, очищать его от сосулек должны вы сами. По жилищному законодательству балкон не относится к общедомовому имуществу. И если человек пострадает и через суд докажет, что та сосулька упала именно с вашего балкона, отвечать будет сам собственник. Жителям этого дома даже разослали письма с просьбой привести крыши балконов в надлежащее состояние. Штрафовать их не могут. Административно-техническая инспекция Казани, которая следит за безопасностью, работает в основном с должностными и юридическими лицами. С собственниками немножко проблематично, потому что персональные данные о данных граждан мы не можем получить. Но просим всех жителей, которые имеют такие балконы, обеспечивать данную работу самостоятельно для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. За сосульки на крыше этого дома по Салимжанова, 19, ответит уже председатель ТСЖ. Несвоевременная очистка кровель – самое частое нарушение, которое фиксируют сегодня инспекторы. Всего же с начала зимы в Казани составлено более 300 протоколов, в основном на управляющие компании и владельцев коммерции. Анна Городнова, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Весна несет не только потепление, но и ряд изменений в жизни. С 1 марта появятся как новые правила, так и корректировки в существующих. Так, например, работников сферы ЖКХ закон обяжет стать более открытыми. Рамиль Шайдуллин о самых заметных нововведениях. Можно к вам? Зашел, представился и сразу же переобулся. С 1 марта сотрудник аварийно-диспетчерской службы будет обязан, кроме инструментов, иметь при себе бахилы, а еще именной бэдж и нашивку на одежде. Это требование новых стандартов ЖКХ. По ним же у аварийной службы есть 2 часа на устранение засора и всего 10 минут, чтобы ответить заявителю даже на заявки через интернет.
А желающие построить свой собственный дом обратят внимание на новый закон о строительстве. Если его высота не больше 20 метров, то оформить в собственность дом можно и в упрощенном порядке. Чего не скажешь о дачах. 1 марта заканчивается дачная амнистия. Для тех граждан, которые не успели оформить свои документы, ничего страшного не произойдет. Права на земельные участки сохраняются. Постройки, которые находятся на этом земельном участке, также можно будет зарегистрировать. Изменится только форма подготовки документов, необходимых для постановки на кадастровый учет и для государственной регистрации. Новые правила ждут и автолюбителей. Если кто-то из татарстанцев увидит на дороге вот такую желтую вафельную разметку, следует знать, что стоять на ней нельзя. Таким водителям начнут приходить штрафы на 1000 рублей. С 1 марта их начнут фиксировать камеры наблюдения. Каждый автобус, что повстречается по дороге, будет лицензирован. С 1 марта вступают в силу новые правила перевозки пассажиров. Так, если раньше предприятия могли использовать автобусы для собственных нужд, то теперь это только по лицензии. Исключение для автобусов пожарной охраны, скорой помощи, полиции, аварийных служб, вооруженных сил, Росгвардии, Следственного комитета. Новость для курильщиков. Теперь каждая пачка сигарет будет не с бумажными, а электронными марками. Проект разработал Минпромторг России. Ожидается, что чипирование сократит количество подделок. Отвечать за него будут сами производители и импортеры. Рамиль Шайдулин, ТНВ, Казань. Миграция, политические отношения и профилактика экстремизма и терроризма. Этими вопросами займутся в новом институте исследований Центральной Азии. Сегодня он открылся в Казани на базе КФУ. Неподалеку географические, тесные исторические и культурные связи и самый большой миграционный поток. Все это про Татарстан и страны Центральной Азии. И сегодня в Казани открывается Центр исследований. Здесь будут изучать политические, экономические и социальные процессы в Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Туркменистане. Предполагается и научные исследования, и различного рода поездки и визиты, и различного рода симпозиумы и конференции, различного рода встречи общественных организаций, развитие культуры, развитие искусства и так далее. Как говорят эксперты, это дипломатия второго уровня, то есть мост между классическими дипломатами и народами, которые говорят на разных языках. Основная проблема создается искусственным образом противоречия, которые не имеют естественного происхождения, да? То есть они искусственно раздуваются теми, кому невыгодна наша интеграция. Заход. Отдельное внимание здесь уделяют профилактике экстремизма и терроризма. Как раз на эту тему сегодня прошел первый круглый стол института. Участники как российские ученые, так и представители из стран Центральной Азии. Наши пограничники уже наблюдают эти группы боевиков международных террористических групп на нескольких метрах от наших границ. То есть на юге, на южных границах Центральной Азии уже создана дуга нестабильности. Так что работы у исследователей Центральной Азии предостаточно, а новый институт должен их скоординировать. Салават Ахмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Баллистические экспертизы, расшифровка цифровых кодов и психология человека. За прошлый год благодаря работе криминалистов в Казани раскрыто более 4000 преступлений. Завтра эта служба отметит вековой юбилей. Как преступления раскрываются в лабораториях, увидел Рамиль Галиуллин. Здесь есть запальное отверстие, куда вставлялся капсуль. Денис Краснов рассказывает о редком экземпляре. Дульнозарядную фузию, как и все остальное в свое время, доставили сюда на экспертизу. Здесь и Маузер, и пистолет Стечкина, аналог знаменитого Макарова, и чешский пистолет-пулемет «Скорпион». Из такого стреляли во Влада Листьева и сотни других образцов. Данное оружие у нас используется не только в целях производства экспертизы и исследований, а также в образовательных целях, в производстве научных каких-то разработок и исследований. Весь конфискат привозят сюда, в баллистическую комнату. Здесь эксперты определяют, относится ли оружие к огнестрельному. От результатов зависит степень наказания. Мы с вами произвели 3 экспериментальных выстрела. По результатам этих 3 выстрелов мы по формулам установим кинетическую энергию снаряда, которая необходима для установления пригодности и отнесения данного объекта к огнестрельному оружию. Сотрудникам приходится иметь дело не только с оружием. Через их руки проходят наркотики, фальшивки и даже взрывчатка. Казань, например, одна из первых в стране получила взрывы и радиотехнические помещения. Лаборатории оснащены по последнему слову техники. Здесь мы проводим первичный осмотр взрывных устройств, извлекаем вещество для исследования взрывчатые.
и в дальнейшем производим подрыв взрывных устройств во взрывотехническом комплексе ВК-200. А это, пожалуй, самый неотъемлемый атрибут работы эксперта – криминалистический чемодан. Здесь мы видим масштабную линейку для фотоулик, порошки для снятия отпечатков пальцев, а также валики для дактилоскопии. В общем, все то, что поможет найти улики, благодаря которым преступления могут быть раскрыты. Всего в Казанском центре проводят 48 видов экспертиз. По этому показателю он лидер по стране. Его сотрудники за прошлый год помогли раскрыть более 4000 преступлений. Сейчас у нас имеется база данных более чем на 16 миллионов дактилокарт в Республике Татарстан. Да? И мы имеем прямой выход на базу федерального значения по дактилоскопической информации. По словам Анаса Мухамедзянова, Казань делится опытом с коллегами из других регионов. Прошлогодние показатели задали высокую планку. Задача на 2019 – превзойти их. Рамиль Галюлин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. К другим темам. Делегация от республики отправится в Америку. Представители Татарстана посмотрят, как работает мусоросжигательный завод, который не требует сортировки отходов. Его проект накануне представила компания из Санкт-Петербурга Рустаму Миниханову на заседании Татнефти Химинвест Холдинга. Президент республики проектом заинтересовался. Поручение проработать данный вопрос сейчас дано Министерству строительства. Использовать ту сеть, которая вела. И переработка полимерных отходов в частности. Мы обязательно направим наших людей туда, где это реализовано. То, что вы говорите, это, конечно же, совершенно другое понимание и другие вещи. Я думаю, что в любом случае ваш доклад очень интересен, и мы хотели бы дальше продолжить возможности нашего сотрудничества. Вопрос переработки отходов в России сегодня один из приоритетных. Об этом не раз говорил и президент страны Владимир Путин, в последний раз в своем послании Федеральному собранию. И вот в Челнах может появиться комплекс по переработке стекла. Зарина Ахметова продолжит. Вот измельчитель двухвалковый, получается с подающим конвейером. На этом оборудовании дерево превращается в щепу, но она не выбрасывается, а отправляется в печь для топки. Так небольшая установка снабжает теплом резидентов этой промплощадки в Челнах. Избыток вторсырья для Вадима Лобановского стал идеей для стартапа. Скапливается большое количество вторичного сырья. Это все проблемы экологии, вторичное сырье необходимо перерабатывать. Отсюда идеи берутся о том, что, допустим, то же самое дерево, измельчать деревоотходы и использовать в качестве получения тепловой энергии. Но, как и любой предприниматель, на начальном этапе столкнулся с трудностями, в первую очередь финансовыми. Такая установка для измельчения дерева сегодня стоит примерно 2 миллиона рублей. Приобрести ее Вадиму помогла программа лизинг-гранта. В дальнейшем первоначальный взнос в размере 30% мы смогли возместить по программе лизинг-грант. Спасибо большое правительству. Я не слышал, чтобы какие-то другие там кредиты, суды или что-то возмещалось государством. А здесь мы можем возместить первоначальный платеж. Сейчас они работают на территории экотехнопарка. Вторсырье сюда приводится в избытке, и спрос на переработку только растет. На территории экотехнопарка сейчас находятся предприятия, которые занимаются переработкой деревоотходов, переработкой пластика, переработкой резинотехнических изделий и металлолома. Одним из резидентов экотехнопарка является компания «Теплоснаб». Помимо дерева, компания перерабатывает и резину. После из нее получают жидкость типа дизельного топлива. Но есть проблема – некуда девать остатки железных прутьев от покрышек. В будущем Вадим Лобановский хотел бы перерабатывать и стекло. Но для этого тоже нужно доп. Финансирование. Предприниматель надеется, что и тогда найдется выгодная для него программа. Зарина Ахметова, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Отмена займов Госжилфондом не осталась без внимания президента республики. Об этом сегодня журналистам сообщили в Кремле. Ранее при переходе на займ участники программы соципотеки могли существенно сэкономить на покупке жилья. Однако с 13 февраля в Госжилфонде такую привилегию оставили только для обладателей мат-капитала. По этому вопросу соципотечники обращались к Рустаму Миниханову. Рустамом Нургалиевичем дано поручение в связи с этим обращением и складывающейся ситуацией проанализировать именно ситуацию, сложившуюся с отменой займов. Вот как только будет глубинный анализ, будет понимание ситуации, мы обязательно дополнительно прокомментируем. Рефинансировать свои кредиты, в том числе и ипотечные. Такую возможность предлагает банк «Аверс».
Банк Аверс предлагает выгодные программы рефинансирования кредитов. В дополнение к традиционному рефинансированию ипотеки Банк Аверс запустил новый кредитный продукт «Семейный». Он удобен для тех, кто хочет рефинансировать полученный в другом банке потребительский кредит или автокредит. Кредит от 50 тысяч до 1 миллиона рублей под 11% годовых выдается на срок до 5 лет. При этом клиент также может получить дополнительные наличные денежные средства на любые цели. У нашей семьи сейчас 2 кредита. У меня автокредит, а у моей супруги кредит оформлен на ремонт. Мы собираемся рефинансировать кредит в банке Аверс. Получается, что мы объединяем кредиты в один и значительная экономия по платежу. Это очень выгодно для семейного бюджета, при этом удобно платить в одном месте. Более подробную информацию об услугах банка, условиях кредитования, требованиях к заемщикам и необходимых документах можно получить в офисах банка, а также по телефону 8 800 700 43 21. По России звонок бесплатный или на сайте aversbank.ru. Президент республики сегодня встретился с индустриальным директором кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха. Рустам Минниханов с Сергеем Абрамовым обсудили развитие оборонно-промышленного комплекса Татарстана, в частности, производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Перспективы сотрудничества президент рассматривал и с руководством американских вузов Потомак и ВОС-Ю. Напомним, с их представителями президент встречался еще в октябре в Сан-Франциско. Тогда стороны обсудили внедрение пилотного проекта на базе Казанского ТИСБИ. Это программа в области компьютерных наук, куда входит программирование, дизайн, инжиниринг и робототехника. Договорились создать рабочую группу для адаптации проекта в России. Квоты на ЭКО, обслуживание в женских консультациях и детские специалисты. Сегодня на эти проблемы жаловались женщины республики. В Казани целый день работал телефон горячей линии. На проводе депутаты, члены объединения «Мерхамет Милосердие», врачи и эксперты. Чего хотят женщины? Альбина Солгараева. Отношения, буквально оскорбления, обзывание, зачем все пришли, что вы тут делаете. С таким отношением в женской консультации столкнулась Эльвира Бочкарева. Именно об этом она сегодня по телефону рассказала депутатам. Сейчас Эльвира предпочитает платные услуги, но надеется, что и в обычных клиниках тоже сервис подтянется. Именно поэтому позвонила на горячую линию. Начать с чего-то надо, озвучить проблему тоже надо, как и многие женщины это сделали. Запрос есть, надеюсь, конечно. Конечно, надежда есть, что будут изменения. Только в первой половине дня поступило более 50 звонков. Активные женщины из районов рассказывают о своих диагнозах, задают вопросы по ЭКО и детскому здоровью. Мы посмотрим, из каких муниципальных образований больше было звонков, с тем, чтобы дать свои рекомендации в части проведения профилактических мероприятий, безусловно. Какие-то вопросы мы записываем для того, чтобы непосредственно оказать помощь той или иной женщине. Сегодня за одним столом депутаты, общественные деятели, врачи, онкологи, акушеры-гинекологи, главврачи поликлиник консультируют тут же. Все обращения фиксируются. Для депутатов это еще и возможность проанализировать законодательную базу в сфере женского здоровья. Не дорабатывают муниципалитеты, а где-то, может быть, мы просто не до конца понимаем важность этой проблемы. И иногда вот так вот с улыбкой мы об этом говорим. На самом деле там это и здоровье семей в целом, и то, что, значит, и разводы у нас в таком пошли, там, значит, это по накатанной, да, больше становится. И, может быть, и там тоже эта проблема есть. Поэтому ее надо смотреть очень комплексно, очень широко и очень-очень тонко. Телефоны горячей линии сегодня не умолкали. Вопросов за день поступило более 150. Совершенно очевидно, что те вопросы, с которыми обращаются женщины, это в основном их здоровье, требуют отдельной проработки. Потому как, например, по статистике, от различных заболеваний только в прошлом году из жизни ушли более 70 тысяч женщин. Альбина Солгараева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Сегодня в Госсовете Татарстана прошел круглый стол на тему твердых коммунальных отходов и строительства мусоросжигательного завода. Диалог организовала фракция КПРФ. Для беседы пригласили представителей профильных министерств, исполкома Казани, бизнес, экоактивистов и общественников. Участники встречи поделились своими мнениями по заявленным темам, а также разъяснили интересующие вопросы и оставили предложения по улучшению работы. Этот вопрос требует обсуждения на самом высоком уровне, принято решения. Они сейчас обсуждаются, я сказал, в публичных слушаниях, на собрании жителей. Они находят отражение в работе Госсовета Республики Татарстан. В соответствующем профильном комитете они уже тоже несколько заседаний провели.
Луна дома. Мы продолжаем следить за судьбой двухмесячного тигренка, изъятого в Челнах при задержании наркоторговцев. Рустам Минниханов выложил видео, где малышка уже бегает по казанскому зооботсаду, осматривая свое новое жилище и, видимо, чувствует себя хорошо. Напомним, в казанский зооботсад тигренка поручил поместить сам президент. Ориентировочно жить Луна будет в Барсятнике, где раньше обитала пара Тамерлан и Теофани. Сегодня в инстаграме президента может появиться и видео с песней «Под баян» прямо в зале Дома правительства. Здесь Рустам Минниханов принимал лауреатов фестиваля рабочей молодежи «Безнен Заман. Наше время». О людях, для которых хобби и работа неразделимы. Сергей Хайдаров. Аплодисменты, крики «Браво!» и все это в кабинете министров республики. Для этого зала песня, да еще и под баян – редкость. Так началась встреча Рустама Минниханова с самыми талантливыми рабочими республики. Президент даже не сразу хотел отпускать артистов. А может, попросим продолжение? Слесарю по обслуживанию тепловых сетей управления. В зале вместе с министрами сегодня лауреаты и активисты фестиваля «Безнен Заман. Наше время». Победителей награждает Рустам Минниханов. Нефтяники, токари и представители других профессий. Если днем они на службе, то по вечерам мозговые штурмы и бесконечные репетиции. Не мешает. Это даже какая-то отдушина. Если даже с работы уставший идешь и встречаешься с друзьями, ребятами, это совершенно другое. Это та же самая работа, но уже творческая. Только в прошлом году в фестивале участвовали больше 1000 рабочих со 170 предприятий республики. Поют, танцуют, сочиняют стихи, чего только не делают на сцене заводчане. Кстати, некоторых из них неплохо мотивируют на победу. Если, говорю, выиграете, повезу всех бесплатно в Сочи за счет компании. Они взяли и выиграли. Пришлось чартер самолет снимать и везти молодежь в Сочи. У нас было около 100 человек. Молодежи, мы поехали туда. У нас там были мастер-классы, тренинги и также экскурсии. Чаще говорить о конкурсе в СМИ и расширять границы фестиваля – это главные задачи от Рустама Минниханова. Есть предприятия и даже целые районы республики, которые конкурс попросту игнорируют. Я думаю, что мы сигнал и руководителям предприятия дадим. Не надо воспринимать это как дополнительная работа. Это вот прекрасная возможность самим погрузиться вот в это общество, потому что молодежь – это будущее. Уже сегодня стартует подготовка к 7-му фестивалю «Безнен Заман. Наше время», которое будет включать в себя максимальное вовлечение работающей молодежи в творческую жизнь. Нужно привлекать как можно больше предприятий к этому фестивалю, ведь в нем по-прежнему почему-то не принимают участие представители сельского хозяйства, строительства, а также среднего и малого бизнесов. Зональные отборочные этапы стартуют в городах республики уже в сентябре этого года. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Делу время, потехи час. Татарстанская молодежь хороша не только в творчестве, но и в профмастерстве. В Казани молодые профессионалы продолжают готовиться к национальному чемпионату WorldSkills. Так, залы строительного колледжа превратились в настоящие цветочные мастерские. Это компетенция флористика. Изобилие цветов и необычные решения, оценил Рамиль Галиуллин. В данном букете присутствуют красные розы одноголовые, оранжевые розы кустовые. Разбираться в розах, а еще хризантемах, камелиях, альстромериях и другой экзотике Камилу Багаудинову научила мама, профессиональный флорист. Цветочной композицией девушка занимается с 10 лет. Теперь все знания ей предстоит применить на практике. В мае Камилу ждет национальный чемпионат. Видишь перед собой цветы, и, как правило, нужно знать, должны быть знания, как сочетать их по формам, по цвету. И тогда уже, когда видишь цветы, приходит вдохновление. На время подготовки к национальному чемпионату залы строительного колледжа превратились в настоящие цветочные мастерские. Классические розы, капризные орхидеи и неподатливые тюльпаны. Набор для всех участников одинаковый. Чтобы собрать, например, вот такой букет, у участников на чемпионате WorldSkills будет 2 часа. И сделать это они должны без ошибок. У экспертов много требований к работам. Например, специалисты оценивают композицию, длину и форму букета. Необычный подход во всем, в работе и даже во внешности. Секретами успеха и победным опытом делится Анастасия Вашурина. Она золотой призер прошлогоднего национального чемпионата в Южно-Сахалинске по флористике. В мае выступит в качестве эксперта. Очень необычная компетенция, очень яркая,
То есть мы выражаем своими композициями, работами наше внутреннее состояние. Есть успехи и на европейской арене. В 2018-м наша сборная в Будапеште завоевала серебро по флористике на Евроскиллс. Сильнее оказались только финны. У нас было 6 заданий. Первое задание – это венок подвесной. Второе задание – композиция из срезанных растений с использованием горшечных растений. Третье задание – это букет в подарок невесте. Четвертое задание – нательные украшения. Пятое задание – это свадебные украшения. И шестое – это оформление стола. Казань примет молодых профессионалов со всей страны с 20 по 24 мая. Национальный WorldSkills станет главным тестовым событием перед чемпионатом мира в августе. Рамиль Галиуллин, Ренас Васиков, ТНВ, Казань. На этом наш выпуск завершен. До встречи в 21:30. Огромный ассортимент портьерных тканей, постоянное обновление коллекции, портьерный салон «Феерия». Только в феврале приходи в аквапарк «Ривьера» и получи второй билет в подарок. КанАвто освобождает склад автомобилей «Лада» 2018 года. Последние 63 автомобиля «Лада» с максимальной выгодой до 185 тысяч рублей. КанАвто, Сибирский тракт 48, 239 77 27. Belkada tunlar bilan xo'shlashalar bor, tek birgina otna borliq mex ishlanmalarga 50% ga qadar toshlama. Belka, Tatariston jidi. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Волейбол в массы. Вслед за успехами основных профессиональных команд в республике олимпийский вид будут активно развивать в школах, вузах и районах Татарстана. В перспективе развития нового направления зимнего волейбола. Все эти вопросы сегодня обсудили на отчетной конференции «Волейбол республики». Какие направления остаются в тени, в нашем сюжете. Все начинается с простого. Если в спортивных секциях есть мячи, сетка и люди, вовлеченные в свою работу, то и развитие будет на должном уровне. Волейбол относительно недорогой вид спорта, но чаще всего многие задачи упираются в финансирование. Благо в Татарстане есть очень мощная структура поддержки волейбола. Это касается не только профессиональных команд, у руля движения «Динамо» Асгат Сафаров, а курирует все волейбольное движение Фарид Мухаммедшин. То, что мы школьную волейбольную лигу делаем, мы одни из первых в стране. Идем на этот шаг, понимая, что это вот в длинной цепи работы, значит, наших федераций по подготовке волейболистов, организации этого вида спорта, школа и вуз – первое звено в этой цепи. Спортивных залов в республике достаточно. Есть ближайший резерв. На конференции подняли вопрос заработных плат спортсменов и тренеров, а также сумм командировочных наших атлетов. Это направление под свой контроль взял и президент республики Рустам Минниханов. В целом волейбола, вот коллеги сказали, что 40 спортивных сооружений. Я напоминаю, что где можно в волейбол играть, у нас около 2000. Пусть они не будут нестандартные, с учетом школьных спортзалов, 2000 спортивных сооружений имеем мы в республике. Из них 50, где можем провести различные турниры российского мирового масштаба. Мужской клуб «Зенит» – пример того, в каком направлении нужно двигаться в спорте, при этом не забывая о массовом, детском и любительском волейболе. Вся надежда на домашние матчи. Хоккеисты Акбарса проиграли и во второй встрече плей-офф КХЛ. Если дебютный поединок завершился со счетом 6-0, то в этот раз команда Белелединова смогла ответить 3 точными бросками. Но в Балашихе зацепить хотя бы одну игру так и не удалось. Теперь серия переезжает в Казань, проигрывать уже нельзя. Напомним, дальше в полуфинал конференции пройдет команда, одержавшая 4 победы. Завтра игра в Татнефть-арене в 19 часов. Прямая трансляция на нашем телеканале. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Провожаем зиму, встречаем весну. Какая погода ожидает нас 1 марта, узнаем после небольшой информации. Вам нужен шкаф-купе.
Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. danil-master.rf. Телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево всего 1 градус мороза, будет пасмурно. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге переменная облачность, синоптики обещают 0 градусов. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске также около 0 и также пасмурно. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси без осадков не обойдется и -1. Для юго-запада первый день весны будет теплым. Местами пройдет снег. В центральных районах Чистополе, Альметьевске, Мамадыше пасмурно, снег и около 0. В субботу также пройдет снег и на пару градусов станет холоднее. Торговый дом «Агрозапчасть М» предлагает запчасти к комбайнам, тракторам и другой сельхозтехнике. Это оригинальные запчасти, доставленные с заводов-изготовителей по выгодным ценам. Торговый дом «Агрозапчасть М» готов стать вашим надежным партнером. Ваш железный помощник трактор сломался и работа простаивает? Спешите к нам! Запчасти к тракторам, комбайнам и другой сельхозтехнике по выгодным ценам. В торговом доме «Агрозапчасть М». Телефон в Набережных Челнах 53 70 80. В Казани около 0 будет пасмурно, пройдет снег. Ветер южный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 734 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха высокая 92%. Ожидается магнитная буря. Берегите себя. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.